Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всем вам огромное спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Главное событие вашего ближайшего будущего. Ближайшее будущее я буду смотреть на год. Вы можете загадать свой срок, только не загадывайте слишком короткий срок, типа 7 дней, 10 дней. Это не про это гадание. Так, мои милые, настраивайтесь, посмотрите, пожалуйста, на песочек, назовите свое имя и задайте свой вопрос. Какое главное событие будет в моей жизни, либо произойдет со мной в ближайшем будущем? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Ну и давайте посмотрим. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что скрыто, и то, о чем мы желаем знать. Так. Слушайте, а кто-то машину купит. Кроме шуток, здесь идет машинка. Машинка у кого-то будет, либо подарит вам, либо вы себе сами приобретете. И это будет просто фантастика для вас. То есть кто-то вообще даже не думает, не мечтает, а особенно если подарком получит, тут нет предела вашей радости и вашему счастью вот от этой машины. Какая-то очень милая машина идет. Я не могу сказать ни марку, ни цвет, но могу сказать, что вам настолько по душе будет эта машина, настолько вы прям к ней как к человеку будете относиться. А кто сам себе сделает такой подарок, девочки, вы прям будете с нее ходить, пылиночки сдувать, постоянно как с человеком разговаривать, начищать, намывать. Она у вас будет самая-самая такая, вы едете, и все такие глаза жмурят, потому что она прям вас сияет. И вы тоже в этой машине будете сидеть и будете сиять. И счастьем, и радостью. И удовольствие какое-то неземное идет именно от этой машинки у вас. Так, мои милые. Еще. Что в главных событиях? Кто-то наконец-таки исполнит свою мечту в работе, делах. Больше, конечно, похоже на бизнес. То есть человек начинает расти, с одной стороны, с другой стороны, он начинает растить свои какие-то дела, либо богатство свое начинает расти. То есть начинает идти прибыль от активных действий. Вы давно хотели, вы давно мечтали, либо у вас уже есть бизнес, вы его и так, и сяк, развивали. Может быть, какие-то были проблемки. Я вижу, что вы наконец-таки выйдете в то состояние, либо в то положение, о котором так долго мечтали, на которое так долго надеялись. То есть пойдет прибыль, пойдут клиенты, наконец-таки начнет получаться то, что было задумано. И вас уже будет просто не остановить. Я вижу, что вам, чем больше у вас будет результата, тем больше это будет вас распалять на то, чтобы вы все дальше и дальше продвигались, двигались. Тут мозг будет кипеть в хорошем смысле слова. Вы будете просто генерировать какие-то невероятные блестящие идеи. То же самое, если на работе вы долго сидели на одном месте, засиделись, как-то начальство не очень к вам относилось, либо вообще не обращало внимания, либо может быть, вас вообще как-то блочили, всерьез не рассматривали, то здесь я вижу, у вас, во-первых, идет признание того, что вы делали, заслуженная награда. И это признание, даже не знаю, наверное, больше признание, чем награда, вас начнет невероятно мотивировать. Вы будете просто какой-то инноватор, изобретатель, не знаю, энтузиаст. Вы прям революцию, возможно, совершите в том деле, которым вы занимаетесь. Здесь, кстати, может быть даже какая-то публичное какое-то признание, вплоть до того, что о вас будут говорить, может быть, писать даже в каких-то журналах, газетах. Может быть, даже какая-то высокая награда ждет. Так, еще интересный момент, тоже хочу сразу о нем сказать. Здесь человек-герой. Героем может быть
любой из нас, здесь вы какое-то дело совершите. Здесь я не могу точно сказать, вы для героем, для кого будете, для Вселенной, либо для людей. Здесь какое-то дело вы сделаете, либо какой-то поступок героический совершите. Для вас это будет нечто обыденное. Вы, знаете, вы не будете думать в тот момент, что вы делаете и к чему это все приведет. Это будет зов сердца однозначно. Кто-то, может быть, там, не знаю, ребенка с пожара спасет, кто-то, может быть, там птичку полечит, кто-то, может быть, еще что-то сделает, да. И не важно, что вы сделаете, важно, что вас признают героем. Вы себя таковым не признаете, а вот вас признают. Тут, знаете, вам засчитается и в мире живых, и в тонком мире, то есть в нашем материальном, и там перед Боженькой, да, большой-большой плюс вы получите. Знаете, ну, не каждый человек на это способен, но я очень рада, что таких людей очень много. Кто зашел на мою цыпочку, знаю, что зайдет вас много, вы молодцы. Вам респект и уважение. Девчонки, мальчишки, я сердцем с вами. Так и надо поступать. Это называется по-человечески. Вы именно по-человечески поступите и не будете думать о том, что я делаю, герой я, не герой, будет ли мне за это награда, скажет ли мне там спасибо. Нет, вы просто сделаете то, что считаете нужным. И это будет героический поступок. Дальше, мои дорогие. Здесь у меня создание отношений, семьи. Кстати, может быть еще какой-то любовный роман. То есть люди сойдутся, и люди вот поймут, что они друг другу очень дороги, и врозь им никак. Здесь однозначно какие-то плотные отношения начинаются. Я не могу что-то сказать, это будет брак, либо это будут просто отношения. Я могу лишь только сказать, что люди будут счастливы. Они будут вместе, у них будут планы, и они будут развивать то, что у них зародилось, да, вот эти чувства, эмоции, близость это зародилось. Вы будете развивать. Так. А тех, у кого любовный роман случится, вот вы вроде как в любовный роман идете, себе не представляя, да, что будет дальше. То есть вы наслаждаетесь здесь и сейчас объятиями друг друга, да, вниманием друг друга. Но вот этот любовный роман, который начнется как-то легко, просто, несерьезно даже, можно сказать, да, поверхностно, он на самом деле повлечет очень серьезные последствия в плане того, что люди влюбятся по-настоящему и уже расставаться не захотят. Если это будет треугольник, либо какой-то служебный роман, здесь я вижу, что люди будут перекраивать свои судьбы, то есть менять все. То есть треугольник, четырехугольник, неважно. Вы с друг другом встретитесь, вы сойдетесь, вы, скажем так, обменяетесь флюидами, и вас уже будет не остановить. Это будет просто взрыв, да, переломный момент в вашей жизни. Пробуждение от какого-то летаргического сна. День сурка заканчивается и начинается именно новая счастливая жизнь, наполненная любовью, счастьем и приключениями. Кстати, у кого-то приключения тут будут, какие-то поездки, какие-то новые места. Такое впечатление, что человек, не знаю, мир объедет, да? Причем вдоль и поперек, очень много путешествий. Возможно, побываете в тех местах, либо в тех странах, о которых даже и не знали. Может быть, знали так поверхностно, да, там типа название, либо приблизительно в какой стране, там, на каком континенте находится. А тут у вас пойдут путешествия. Не могу сказать, каким это образом случится, но то, что вы будете постоянно куда-то вот летать, что ли, да, это дальние, это не ближние, это дальние, вы летаете. Кстати, кто-то, может быть, вообще первый раз на самолете полетит. Вы летаете и видите что-то новое, новые культуры, новых людей, новую еду пробуете. Да? И жизнь очень интересная становится. Вот прям все грани жизни вы попробуете. Так, девочки, у кого-то беременность идет. Беременность, причем вот какая-то, знаете, то ли вы узнаете ее с опозданием, то ли... у кого-то может быть прям и поздняя беременность. Вы меня извините, но да, иногда девчонки думают: да господи, сколько там мне уже лет, у меня там уже скоро климакс, какая там беременность, да? А у вас может случиться, может произойти. И
И будет вопрос, и будет вопрос. Да, нет, неправильно, не вопрос, а скорее больше будет страшно. Да, вот страшно, что вот в таком возрасте, вот у меня беременность. Либо, например, девушка скажет: Господи, да я ж только учебу закончила, я хочу там поработать, карьеру сделать. И вот как не кстати получается. Хотя такого нельзя говорить про беременность, но вот будут такие мысли у вас. Будет страшно, что мне с этим делать, где брать там средства, помощь, да, свободные руки. То есть будет очень много вопросов. Значит, я хочу вам сказать такую вещь. Если Боженька посылает вам ребеночка, девчонки, вот запомните, отказываться нельзя. Вот я уже говорила, ну вот повторюсь еще раз, до момента вашей беременности душа ребенка с вами присутствует в течение года где-то, вот, да, чуть больше, там плюс-минус месяц. Душа ребенка вас выбирает, она приходит, живет с вами, к вам присматривается. И если душа понимает, что да, вот это будет моя мамочка, это будет мой папочка, происходит беременность, и никак иначе. Никак иначе. Очень четко вот кофе видно, особенно вот можно сразу предсказать, будет беременность или нет. Потому что душа ребенка, она уже вышла, понимаете? Уже где-то с вами рядышком ходит, живет, за вами наблюдает, к вам присматривается. Так что, девочки, сколько бы вам лет не было, в каком бы вы положении, в ситуации не оказались, знайте, что Боженька ребеночка послал, Боженька и на ребеночка пошлет. Всегда об этом помните. Так, еще момент какой-то идет интересный. Вот в семье, с семьей, не знаю, тут преодоление какой-то фатовой ситуации. Я не могу понять, то ли со здоровьем, то ли с деньгами связано. А может быть и со здоровьем, и с деньгами. Может быть, нужна какая-то очень дорогостоящая операция, либо какое-то лечение дорогое, либо у вас какие-то проблемы с деньгами, и еще на этой почве, да, начались проблемы со здоровьем. Может быть, у вас, может быть, у кого-то из ваших вот родных и близких людей. Смотрите, здесь какая-то прям безнадежность чувствуется в моменте здесь и сейчас. То есть человек прям так весь потерялся, растерян, как будто бы везде закрытые двери, какие-то вот отвернутые лица. И ну как нету выхода, спасения из этой ситуации. Везде какие-то отказы, отписки, либо наоборот какое-то вот скотское отношение даже может быть. Вы не отчаивайтесь, не отчаивайтесь. Ваша ситуация, она разрешится. Разрешится она добрым человеком. Этот добрый человек идет в вашу жизнь как посланник небес, как добрый ангел. Такой странник, что ли, да, может быть, это человек-меценат, может быть, кто-то из власть имущих, либо богатых людей узнает о вас, о вашей проблеме и вам поможет. Я не могу сказать точно, как это все произойдет, но я вижу, что вас человек очень высокий, статный, да, то есть при какой-то должности, позиции зонтиком закрывает, то есть как бы человек вас спасает от этих всех проблем и неприятностей, как покровитель вам, что ли, идет. Хороший, светлый человек. Он войдет в вашу жизнь, сделает свое дело, из вашей жизни исчезнет. Никаких там благодарностей и прочего ждать от вас не будет. Это, еще раз, да, посланник небес идет. То есть на вас, этому человеку, укажут высшие силы, что нужно вот именно этой семье, либо этому человеку помочь. Человек придет, поможет и дальше пойдет делать свои добрые дела. Так, девчонки, еще вот кому-то всадник скачет, да, мужчина на коне. Мужчина откуда-то вот прям издалека к вам скачет, но как-то долго он будет скакать. Это вот прям... Либо он будет скакать с остановками, да, то есть вы будете знать, что он в вашу сторону выдвинулся, но какие-то вот есть остановки, блокировки. Вы, значит, не расстраивайтесь, человек все равно до вас дойдет. Чем сложнее его путь будет к вам, тем больше он будет вас любить и ценить. Ну, вот такая логика у высших сил. Значит, девчонки, не надо идти там на поводу, самой там к нему ехать или еще что-то там, да, как-то помогать, содействовать. Нет, вы должны достаться ему с трудом, через муку, через страдания, через преодоление. Это важно для этого человека. Он неплохой человек, но слишком немножечко может быть такой разбалованный, либо легкий. Вот то, что ему с кровью дается, то он больше ценит.
ценит, любит и уважает. Вот, ну, как-то так это работает. Поэтому, девочки, знайте, что доедет, доскачет, появится, все это будет, но наберитесь терпения. И понимайте, что все эти задержки, все эти остановки, они огромным плюсом отыграются на ваших отношениях и на вашем будущем. Мои милые, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.